Добрый день, уважаемые абитуриенты! Зовут меня Хайруллина Гузель Хасановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры обществознания, права и социального управления Института исторического и правового образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Атмуллы. Сегодня мы с вами поговорим о процедуре и формах проведения экзамена по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности. Вступительные испытания правовое обеспечение профессиональной деятельности после среднего профессионального образования предусмотрено в форме дистанционной формы сдачи в виде тестирования. Количество вопросов составляет 25. Абитуриенту дается только одна попытка. Продолжительность вступительного испытания составляет 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается вступительное испытание на 1,5 часа. Минимальное количество баллов 40. Максимальное количество баллов, которые может набрать абитуриент, составляет 100 баллов. Структура тестовых заданий включает программу по этой дисциплине согласно федерально-государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования. Структура тестовых заданий включает следующие вопросы из различных отраслей права. Во-первых, это правовое регулирование экономических отношений, где говорится о гражданском праве. Но надо сказать, что конкретно будут задания связаны, например, с такими вопросами, как юридические лица, понятие юридического лица, его признаки, классификация юридических лиц. Самые сложные в этих заданиях – это вопросы, связанные со структурой коммерческих и некоммерческих организаций. При подготовке к тестированию по правовому обеспечению профессиональной деятельности нужно обратить внимание на такие вопросы, как, например, создание юридического лица, реорганизация, ликвидация юридического лица, что собой представляет, например, коммерческие организации, некоммерческие организации и отдельные виды, чем отличается, например, хозяйственное общество, товарищество на вере или, например, производственный кооператив от потребительского кооператива. Надо посмотреть, с какого возраста можно заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Также нужно обратить внимание на такие вопросы, как, например, сделки, договоры. Все эти вопросы раскрываются в учебниках по правовому обеспечению профессиональной деятельности. Трудность в решении заданий представляют задания, связанные, например, с такими вопросами, как формы сделок, формы договоров, виды сделок. Дальше, например, отдельные такие вопросы по определению понятий, выборы понятий из предложенных вариантов. Поэтому на эти вопросы нужно обратить внимание. Надо сказать, что вот здесь, конечно, в этом году вступительные испытания, экзамен по правовому обеспечению профессиональной деятельности немножко упрощает сдачу экзамена, потому что здесь вы должны только глубоко знать право, отрасли права Российской Федерации, гражданское право, административное право, уголовное право, трудовое право. Вот. В отличие, например, прошлых заданий, где было обществознание, где предполагалось знать много было разделов. Дальше. Второй раздел, это у нас тестовых заданий, они охватывают нормы, связанные с административными правонарушениями, административной ответственностью, на что здесь нужно вам обратить внимание. Во-первых, хорошо проработайте разделы, связанные с тем, какие отношения регулирует административное право. Дальше, надо посмотреть, что такое административное правонарушение, чем отличается он преступление, каковы его признаки, каковы виды. Дальше, уяснить очень четко, чем отличается административная ответственность от уголовной ответственности. Обратите внимание на вопросы, связанные с тем,
кто налагает виды административного взыскания. Здесь нужно уметь отличать виды административных взысканий или наказаний от уголовных наказаний, кому они применяются, как, а также на размеры этих наказаний. Далее. Много вопросов посвящено вопросам трудового права. Например, это рабочее время, время отдыха, заработная плата, трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон трудового договора, трудовые споры. Вот. Вопрос достаточно большой и достаточно сложный. На что здесь мы с вами обратим внимание? Во-первых, посмотрите, пожалуйста, на вопросы заключения трудового договора. Что такое трудовой договор? На его сроки, на порядок заключения, на документы, которые предъявляются при заключении трудового договора. Также основательно мы с вами должны проработать вопросы расторжения трудового договора, в каком порядке, в какие сроки. Дальше. Много вопросов посвящено рабочему времени, времени отдыха. Здесь нужно уяснить, кто определяет рабочее время, сколько оно составляет, для каких категорий работников есть сокращенное, продолжительное рабочее время, время отдыха, кто это определяет, в каком нормативном акте, сколько его составляет, что относится к времени отдыха. Это сюда относятся отпуска, праздники, как здесь регулируется рабочее время. Также нужно обратить внимание на регулирование времени отдыха отдельных категорий работников. Также есть задания, связанные с регулированием заработной платы. Посмотрите, кто это определяет, что включается в заработную плату. Также основания для удержания заработной платы. Далее, трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон трудового договора. Здесь идет речь о дисциплинарной ответственности и материальной ответственности в трудовом праве. Вам нужно уяснить, чем она отличается от других видов юридической ответственности, например, уголовной, административной, гражданско-правовой. Нужно уяснить, какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены трудовым законодательством. Надо посмотреть, как они применяются, в какие сроки. Дальше нужно посмотреть, что собой представляет материальная ответственность работника, материальная ответственность работодателя, как она применяется, каковы ее последствия. Далее. Трудовые споры. Вопрос действительно большой. Трудовые споры в трудовом праве подразделяются на индивидуальные и коллективные трудовые споры. В заданиях правового обеспечения профессиональной деятельности есть варианты ответов, связанные с порядком разрешения этих трудовых споров. Соответственно, вы должны в учебнике, в Трудовом кодексе посмотреть, как разрешаются индивидуальные трудовые споры, где, в какие сроки, здесь какие участники разрешают эти вопросы, какова здесь процедура, куда можно обратиться для защиты трудовых прав, какие способы защиты этих прав предусмотрены. Думается, в курсе освоения программы среднего профессионального образования вы эти вопросы уже рассматривали. Надо обратить внимание на процедуру дистанционной формы сдачи. Во-первых, вы входите через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Вот, нужно смотреть на папку спам. Дальше, последующее посещение сайта по своим паролям, которые вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где вид на лицо абитуриента и, главное, разворот паспорта с фотографией и фамилией, именем, отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Оно составляет всего лишь 60 минут. Для лиц с ограниченной возможностью здоровья оно увеличивается. И у абитуриента есть только одна попытка. В конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания.
Расписание вступительных испытаний вы можете посмотреть на сайте приемной комиссии. Заходите на сайт вуза, сайт приемной комиссии, находите вкладку «Бакалавриат специалитет» и находите расписание консультаций вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета на 2002 год, 2003 год. Далее. Здесь в таблице представлены вступительные испытания в расписании. Они пройдут в различное время, в зависимости от того, когда вы подаете документы. Для подавших документы с 20 июня по 20 июля экзамен по правовому регулированию, правовому обеспечению профессиональной деятельности пройдет 23 июля. Далее, кто подал документы с 21 июля по 12 августа, экзамен пройдет 17 августа. Подавшие документы с 13 по 16 августа. Подавшие документы с 17 августа по 11 сентября, у них будет экзамен проходить 15 сентября. Время прохождения экзамена будет отражено в расписании. Следите за расписанием, пожалуйста. Дальше. Чтобы подготовиться к сдаче вступительного экзамена, абитуриент может заглянуть на сайт приемной комиссии. Также, как мы смотрим расписание, то у нас выбираем вкладочку «Бакалавриат специалитет», и в этой вкладочке находим программу вступительных испытаний по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности на базе среднего профессионального образования. В программе данная структура тестовых заданий, и можете посмотреть примерные задания. Вот. Литература, которая рекомендуется для подготовки к вступительным испытаниям по дисциплине правовое обеспечение профессиональной деятельности. Мы предлагаем вам учебники, которые рекомендованы учебно-методическими объединениями для среднепрофессиональных учебных заведений. Это учебники так и называются «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Автор Капустин. Далее можете использовать учебник авторов Анисимова. Учебник так и называется «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». И учебник Волкова. Поэтому по этой дисциплине учебники достаточно новые. Все вопросы, которые мы с вами сегодня обсуждали, которые есть в программе вступительных испытаний по правовому обеспечению профессиональной деятельности, все они хорошо достаточно освещены. Но надо, уважаемые студенты, абитуриенты, понимать, что когда мы отвечаем на вопрос экзамена, то нужно его внимательно прочитать. Далее. И мы с вами помним, что ситуации, которые указаны за вопрос задания, правильный ответ установлен только соответствующими законами Российской Федерации. В отличие от других экзаменов, например, мы не можем, например, отвечать на вопрос, исходя из своего какого-то жизненного опыта. Вопросы разрешения многих правоотношений установлены законодательством Российской Федерации. Надо посмотреть Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Гражданский кодекс, соответствующие разделы. Это связано, например, с вечным правом, например, с обязательственным правом и так далее. Желаем вам успехов! Вот примерные задания вы тоже можете посмотреть, вопросы списать неправильным ответом, например, вставить пропущенное слово. Задание связано со сроком привлечения к дисциплинарной ответственности, на процедуру. При возникновении вопросов вы можете обратиться на мою электронную почту
хайрулина.гузель2011 год @yandex.ru или позвонить по телефону 8 347 287 99 99. Еще раз желаем успехов. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.